Доброе утро, коллеги. Наверное, начнем, да, чтобы не терять времени. Мукучинский наслед подключается еще, да? Ты. Ламанхинский наслед подключился. Ой, как хорошо, Ламанхинский наслед, молодцы. Да, говорит, самый отдаленный населенный пункт. Так, у нас сегодня площадка «Конструктор ресурсных центров развития инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальных районах». Спикером является Анжелика Тупицына, руководитель ресурсного центра поддержки СОНКа и активных граждан СПАС. Доброе утро. Коллеги, добрый Пожалуйста, день. вам Всем слово. доброе утро. Как уже меня представили, я руководитель ресурсного центра СПАС и являюсь председателем Якутской региональной общественной организации по защите прав семьи, материнства и детства «Милосердие». Также я являюсь руководителем проектов Якутской епархии. Поэтому у нас в нашей организации накоплен огромный опыт работы с грантами. И в свое время, 3 года назад, мы решили открыть свой собственный ресурсный центр. Сегодня я немножко поделюсь опытом, как это происходило, для чего это нужно. Под крылом Русской Православной Церкви. Это очень большая организация, на данный момент, наверное, самая большая организация в России, некоммерческая. И там тоже накоплен свой большой опыт, который накоплен в веках, тысячелетиях работы и социальной, и юридической в том числе. Сегодня на территории республики нашей, Якутской епархии, в этих пределах открыто 89 переходов. Это все некоммерческие организации, они находятся и в ваших районах, в том числе там, где есть переход нашей епархии, это есть некоммерческая организация, юридические, если мы нуждаются тоже в помощи, в поддержке, в плане оформления документов, регистрации в Минюсте и так далее и тому подобное. То есть Русская Православная Церковь, она находится на территории России, является, конечно, юридической организацией, и в том числе у нее и документы, и права на землю, и так далее и тому подобное. Это все оформляется в светских структурах, в Минюсте, управление Минюстом по Республике Саха и по России. Вот буквально недавно, месяц назад, Якутская епархия вошла в реестр исполнителей общественно полезных услуг Министерства Российской Федерации. То есть тот реестр, наша организация зарегистрирована там, в том Минюсте, не на территории нашей республики. Поэтому наш ресурсный центр оказывает юридическую помощь, оказывает консультации, и не только по грантам, но и мы готовы делиться опытом в документах. Это касается и уставов наших приходов, и непосредственно, когда идет работа над проектом, мы помогаем и там, потому что мы активно принимаем участие в светских конкурсах, но у нас есть еще и свои конкурсы, да, такие как «Православная инициатива», который является, собственно говоря, соучредителем фонда президентских грантов сегодня, потому что этот конкурс существует уже более 20 лет, и он стал как бы, таким пилотным прямо у нас в России, который вобрал в себя огромный опыт. И сегодня вот на фонде президентских грантов на портале мы видим. Также у нас развита очень взаимопомощь. Это и финансовую помощь проектам социальным, которые сегодня размещаются. Значит, я сейчас
вы видите у себя на экране презентацию нашего ресурсного центра «Спас». Здесь мы в свое время выбрали направление в области рекламы и пиар, потому что в республике, как, впрочем, и во всей России, существует такая проблема, да, что наши некоммерческие организации не могут донести информацию о своей деятельности до непосредственно своих благополучателей в том числе. И, конечно, здесь возникает проблема, потому что нету вот этой связи, нету вот этой информации, материалов. Анжелика, Да, прошу прощения. Анжелика, прошу прощения, идет задержка картинки, поэтому мы предлагаем отключить ваше видео, чтобы мы вас слышали хорошо. У нас чуть-чуть идет задержка. Что-то, видимо, с интернетом недостаточно скоростной. И у нас в Якутске тоже. Остановлю видео, да? Да, да. Мы будем смотреть презентацию, Так, тогда нормально? мы вас будем слышать. Отлично. Да, спасибо. В свое время мы выбрали такое вот направление по позиционированию, по помощи некоммерческим организациям, позиционированию себя в средствах массовой информации. Это очень важно. Почему? Потому что, во-первых, благополучатели должны знать о вашей деятельности. Это, во-первых, должны знать, иметь информацию, доступ к ней с той целью, чтобы обратиться к вам за помощью. Должны также и структуры местного самоуправления знать о том, что вы существуете, какую деятельность ведете на этой территории. Ну и плюс, конечно, когда вы обращаетесь за помощью, не только грантовая поддержка, а к нашему бизнесу, предпринимателям, вообще к людям, чтобы общественность знала четко, какую деятельность вы ведете. Здесь помогаем мы, ресурсный центр «Спас». Мы сегодня работаем в области как раз медиапозиционирования. Наша задача вот сегодня непосредственно мы реализуем проект, который связан вплотную с победителями конкурсов различных уровней грантовых, которые получили грантовую поддержку. Это и портала Фонда президентских грантов, и региональных грантов, то есть Илдархана, и местных грантов, ну, то есть мэрии или наследковых грантов, которые вот вы получили поддержку. Что мы делаем? Мы освещаем деятельность по проекту, то есть рассказываем о том, как реализуется проект, как он реализуется, с каким успехом идет. Рассказываем, делаем съемки, естественно, это видео, выезжаем с съемочной группой, делаем сюжет по проекту. Дальше мы размещаем его в средствах массовой информации. Это на телеканале «Россия-24», региональное вещание, и на телеканале «Союз». То есть у нас формируется такая телепередача, называется «Новости некоммерческого сектора», которая выходит в эфир на этих двух каналах. Дальше мы, что очень удобно для грантополучателей, особенно для победителей фонда президентских грантов, потому что там есть отдельно взятая статья, приложите ссылки, видео и так далее и тому подобное о том, как ваш проект позиционировался в средствах массовой информации. Они уделяют этому аспекту очень большое внимание. И здесь мы делаем проще, мы нарезаем сюжеты из готовой передачи и размещаем на нашем канале в YouTube. Сейчас я немножко расскажу вам, поделюсь, может быть, опытом, как вам, как некоммерческая организация, которая стала победителем, а может быть, еще и не стала победителем, как первые шаги ваши в средствах массовой информации, как наладить эти связи и как начать себя позиционировать. Можно следующий слайд. Медиапланирование. Медиаплан. Само по себе уже слово план говорит о том, что необходимо что-то спланировать. Для того, это планируем мы все, и свою деятельность, и в том числе позиционирование себя в средствах массовой информации требует в том числе плана. В первую очередь мы ставим задачи, что мы должны сделать, да? Что мы должны осветить, какую часть своей деятельности. Может быть, это будет наш проект. Определить цели, которые вы хотите достичь. То есть
Что вы хотите этим привлечь? Да? Внимание к своей организации, достичь какой-то популярности, возможно, привлечь инвесторов, спонсоров для вашего проекта. Возможно, это будет отдельно взятый проект, а не вся организация. То есть, если существует организация «Ромашка», огромная, но она сегодня собирает на проект, который называется «Лютик», и там требуется помощь в размере 100 тысяч, ваша задача, допустим, найти эти деньги, да? Как вы это будете делать? То есть вы определили, да, что вот вам найти определенную сумму денег для непосредственно взятого отдельного проекта «Лютик». Выбираем целевую аудиторию. Для этого вам необходимо что сделать? Понять, да, на кого рассчитан этот проект, кто будет ваша целевая аудитория, где ее найти. То есть вам надо изучить вашу целевую аудиторию, понять, кто они такие, какой возраст, чем занимаются, какие средства массовой информации предпочитают, на каких интернет-ресурсах они бывают, что читают, да. То есть молодежь у нас сегодня, допустим, она сидит в социальных сетях, люди более старшего поколения, они все начинают там свой рабочий день с просмотра новостных каналов. То есть у нас в республике это может быть News и КТ, это может быть ЕСЕ. То есть вот те порталы, которые они посещают, вам нужно понять, есть они там, это вот ваша целевая аудитория или нет. Или вам нужно постучаться в какой-то другой канал. Выбираем площадку размещения, где вы хотите разместиться, да. То есть если мы выбрали ЕСЕ, то нужно понять, да, что это действительно тот портал, на который зайдет ваш человек, который в дальнейшем вам поможет с проектом. Ну и, естественно, сроки и график мероприятий. То есть если вы позиционируете проект, раскручиваете проект, допустим, «Лютик», вам нужно понять, сколько времени вам нужно для него. И это время нужно обозначить. Месяц, 2, 3. Месяц очень маленький срок. Допустим, мы возьмем 3 месяца. Значит, в эти 3 месяца вы должны четко определить, сколько раз вы выйдете и где. Какую информацию вы дадите, какой новостной повод у вас будет. Можно следующий слайд? Вот он, медиаплан, мы его увидим сейчас, да? Значит, здесь я рассматриваю ресурсный центр «Спас», да? Позиционирую себя. Мы смотрим выход, вот слева смотрим дату. Вот с 14 по 17 сентября, например, я выхожу под новостным поводом ресурсный центр «Спас» поможет социальной рекламе. Где я выхожу? На Россия-24, ТК «Союз». Значит, содержание сюжета какой будет у меня? Сюжет о начале работы ресурсного центра, мнение специалистов, мнение благополучателей. То есть это я здесь планирую видеосюжет. Это такое условное понятие, да, то есть вы можете взять, конечно, любые другие телеканалы, вы можете напроситься в телепередачи, которые у нас там идут на НВК, Саха, на Россия-24, можете напроситься туда и рассказать там о своем проекте, о своем стартапе, который сегодня стартует. И он, то есть вам нужно в течение 30 секунд рассказать, вот вы имеете в виду время телевизионное, да, оно даже меньше бывает, если вы смотрите новостные особенно сюжеты, то там спикер говорит, но у нас обычно 15-20 секунд. Ну, вы возьмите себе на заметку, что за 30 секунд вы должны рассказать, кто вы и что вы делаете. Самый главный посыл должны обозначить. Дальше. Это вот видите, да, у меня выход 14-17 сентября, я обозначила телевидение. Идем строчку ниже, смотрим. Опять-таки, новостной повод у меня не меняется. Это очень важно. Я иду под одним новостным поводом, и с ним я его позиционирую, наверное, месяц где-то. Один и тот же я его не меняю, но я его шахматно, верно размещаю везде. Опять-таки у меня повод остается один. Это ресурсный центр «Спас» поможет социальной рекламе. Где я размещаю, да, эту информацию уже в печатном виде. В социальных сетях, в WhatsApp я это размещаю. Storm24, сайт Якутской епархии, в ЕСИ, на Сахалаев и так далее и тому подобное. То есть интернет-порталы нашей республики. Я уверена, что моя целевая аудитория находится там.
здесь я размещаю информацию о том, что будет проводиться семинар. Размещаю не только оповещение, да, информацию о том, что он будет проводиться, но и небольшой пресс-релиз. Как готовится пресс-релиз, мы рассмотрим чуть позже. Для чего это нужно? Потому что, ну, сами видите, наверное, бываете, новости читаете, смотрите, да, пресс-релиз не должен, в принципе, превышать вот такой больше 1000 слов. 1000 слов написать может каждый. Здесь вы должны дать информацию, да, что, где, как вы проводите и кому это нужно. То есть вы четко должны сформулировать, на какую целевую аудиторию вы рассчитываете. Естественно, немножко рассказать о своем проекте, да, как вы помогаете в данный момент, ресурсный центр СПАС, как помогаете социальной рекламе. Далее, это мы рассмотрели интернет. То есть сначала у нас было телевидение, интернет, дальше идут печатные средства массовой информации. Мы не меняем здесь новостной повод, также веерное размещение. Мы идем статьей в газете «Якутия», рассказываем о уже проведенном семинаре, говорим о необходимости социальной рекламы и говорим о позиционировании некоммерческих организаций в медиапространстве. То есть делаем такую хорошую статью. Дальше мы опять-таки, можно чуть-чуть повыше поднять, не видно. Видите, да, радио. То есть там радио мы идем на канал «Россия-1», который находится у нас здесь в Якутске. Напрашиваемся к ним в гости, сидим в прямом эфире и рассказываем опять-таки о своем проекте, о том, что ресурсный центр СПАС помогает социальной рекламе. Даем интервью по поводу реализации нашего проекта. То есть вот здесь вот только мы обозначены, самая главная дата, то есть в течение месяца мы идем с одним новостным поводом, мы рассказываем, говорим о своем стартапе, где чего, как он проходит, подробно и в разных, то есть телевидение, интернет, печатные средства массовой информации, радио, какой охват мы даем. И таким образом мы появляемся везде. Что это дает? Это дает хороший такой охват аудитории вашей целевой. Возможно, она не смотрит телевидение, но она заходит в интернет. Возможно, не бывает в интернете, а читает только газеты. А возможно, слушает только радио. В любом случае, как все эти средства массовой информации у вас задействованы, и информация будет донесена. Может быть, не 100% до всей аудитории, но 20-30% вашей аудитории вы охватите. Это только начало, потому что в пиаре существует такое понятие, как порог агрессивности. Это говорит, это значит достаточно такая массированная реклама в течение нескольких месяцев. Когда мы подходим к этому порогу агрессивности, народ начинает говорить, они уже достали, я не могу больше слушать о ресурсном центре СПАС. Это говорит о том, что вы уже где-то рядом на пороге узнаваемости. Как только вы взяли планку узнаваемости, меняется мнение, оно начинает быть, ну, какой молодец ресурсный центр СПАС, они такие молодцы, они делают такую мощную социальную работу. То есть уже идет такой переломный момент в общественном мнении. Это говорит о том, что вы достигли своих результатов, поставленных задач. Идем дальше. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, здесь мы сейчас рассмотрим пресс-релиз, основное понятие и функции. Значит, пресс-релиз – это основной документ, основной инструмент в пиаре любой деятельности. В любой. Да, то есть пресс-релиз он может быть опубликован не обязательно там в печатных СМИ или в интернете, в каких-то таких официальных изданиях. Нет, он может быть и заброшен в WhatsApp. И мы часто это видим, что кто-то там что-то провел, какую-то акцию, забросил информацию к нам в WhatsApp, в группу. Это и есть пресс-релиз. Он небольшой, он должен быть как бы познавательным и информативным. Это вот основная его функция. Сейчас мы немножко рассмотрим структуру пресс-релиза.
первую очередь грамотный заголовок. Он должен бросаться в глаза. Он должен быть запоминающимся. В заголовке должна быть отражена вся суть дальнейшего материала. Он должен быть небольшим, лаконичным и по существу. И цеплять, самое главное, в первую секунду, заставлять человека читать дальше. Чтобы вот, понимаете, есть такие заголовки, мимо которых проходишь, а есть такие, которые, ну, ты останавливаешься и хочешь посмотреть, что будет дальше, да, почитать. Вот здесь заголовок, он, наверное, в пресс-релизе, ну, 90% успеха, что люди пойдут за вами дальше и прочитают все остальное. Поэтому заголовок, он должен быть броским, ярким, четким, запоминающимся. Может быть, даже человек не пойдет дальше, но он его запомнит. Дальше. Первый, второй абзацы. Самые важные абзацы, на их составление тратится примерно столько же времени, сколько и на весь оставшийся материал. Они тоже должны быть небольшие, 2-3 предложения, четко сформулированные. Значит, здесь мы должны ответить на вопросы: кто, что, когда, где, почему. Вот в первых 2 абзацах вы должны четко раскрыть всю информацию, где, чего вы как провели. Причем, понимаете, вот не надо там писать подробно, расписывать, в каком наследии, по какому адресу. Вот это вот у вас уже постфактум идет, если пресс-релиз. Вас четко вы должны обозначить организация там Милосердие или ресурсный центр Спас сделал то-то, то-то. Точка. Что конкретно сделал, для кого направил. Здесь обозначили и все. Вот не надо расписывать, что ресурсный центр Спас, который работает там-то, там-то, получил грант такой-то, такой-то. В общем, это все очень нудно, и человек перестает читать. Ваша задача четко обозначить: ресурсный центр Спас сделал то-то. Точка. И дальше расписать, как вы это все красиво сделали, кто от этого получил блага и счастье. Пресс-релиз не должен быть большим. Пресс-релиз — это 1000–1500 знаков. Он должен хорошо вписываться во все средства массовой информации. В принципе, мы еще и рекомендуем пресс-релиз, когда, ну, он обычно идет пресс-релиз, стандартный такой кирпич, он раскидывается везде, там СМИ меняют уже под свою концепцию, пишут уже в своем ключе, переписывают. Но если у вас есть возможность и есть такие навыки, данные в написании текстов, то оптимальный вариант, конечно, под каждое средство массовой информации писать в их ключе, да. То есть ЯСИ, это, допустим, это официальный портал Республики Саха, значит, пишем там официальным языком. Саха-Лайф, он любит более такой, ну, обтекаемый язык, какую-то там изюминку для них нужно обязательно припасти, какие-нибудь интересные фотографии. То есть каждый портал, каждое средство массовой информации имеет свою концепцию и свой язык. Поэтому, если у вас есть такая возможность писать сразу под отдельно взятое издание, это было бы лучше. Далее, после того, как у нас уже пресс-релиз готов, мы начинаем его разбрасывать. К нему обязательно что нужно? Пресс-релизу, особенно вот если у нас речь идет о интернет-изданиях, обязательно нужны фотографии, хорошо сделанные. Да? Ну, в принципе, на сегодня техника настолько ушла вперед, что на обычный сотовый телефон можно сделать вполне себе профессиональные снимки. Мы делаем эти снимки, выбираем лучшие, хотя бы 5, но хороших, таких ярких, загружаем их, загружаем наш пресс-релиз и начинаем отправлять по адресам, которые мы находим опять-таки в интернете. То есть заходим на тот же сайт ЕСИ, смотрим контакты редакторов и начинаем вот по таким контактам отправлять наш пресс-релиз. Обязательно в письме, то есть загружаем сам пресс-релиз в формате Word, загружаем фотографии и пишем: опубликуйте, пожалуйста, наш материал. Мы являемся, там, допустим, победителями фонда президентских грантов. Очень вас просим. Это необходимо нам для работы. Можно следующий слайд. Вот. Сейчас вы видите, да, размещение пресс-релиза.
То есть, если мы сейчас посмотрим, то увидим, что это разные адреса. Благодаря нашей рассылке наш пресс-релиз появился на разных порталах, интернет-порталах, да. То есть это может быть 5, 6, может и 10 порталов. Возможно, через неделю его опубликуют уже более высокий уровень, то есть он попадет в ленту новостей, там ленты или Майла, то есть ТАСС там и так далее и тому подобное. То есть они публикуют немножко позже региональные новости, делают, копируют эти новости с наших новостных порталов и потом публикуют у себя. Значит, мы сделали вот такую верную рассылку, но для чего она нам нужна? Она нам потом в дальнейшем, ну, если у вас нет цели рассказать о своем проекте просто так, и вам не нужно будет отчитываться, рассказали вы или нет, это один вопрос. Но если вам все-таки нужен будет отчет, как у победителей фонда президентских грантов, то, конечно, я рекомендую все эти ссылки, которые вы видите там с вашей публикацией, сразу же их скопировать, создать отдельный файл, например, в формате Word, и поместить их туда. Когда вы будете верстать отчет по проекту и дойдете до вкладки «Расскажите, в каких средствах массовой информации были публикации о вашем проекте», вы их прекрасненько там разместите. И таким образом сможете отчитаться вот по реализации проекта, что у вас действительно были привлечены дополнительные ресурсы и в виде средств массовой информации, и в виде человеческого ресурса, то есть к вам вы сделали оповещение, к вам народ пришел на ваше мероприятие, получил те знания и вообще принял участие в ваших мероприятиях, которые как раз были заложены по вашему проекту. Ага, можно следующий слайд? Ну, как я вот уже говорила, позиционирование в СМИ идет, это вот портал ЕСЕ. Это, в принципе, один проект, читаем Евангелие вместе, но это два разных материала, да, с разными фотографиями. Представлены они в разное время были. Просто вот сейчас, допустим, мы видим, да, что в течение какого-то времени я рассказываю о своем проекте, который идет, продолжается, живет, съемки идут, люди принимают активное участие. То есть видно, да, как идет проект, как он позиционируется в СМИ, то есть с какой периодичностью, например, он появляется на одном и том же портале. Сейчас перед вами портал ЕСЕ, он там появляется, допустим, раз в 2-3 месяца. Ага, можно следующий, пожалуйста, слайд. Телевидение. Вот телевидение, наверное, я уделю чуть-чуть побольше внимания, потому что это то направление, которое я люблю, в котором я чувствую себя очень уверенно. Как вы знаете, Якутская епархия постоянно выпускает сегодня и свою телепередачу, и уже выпустила серию фильмов благодаря грантовой поддержке в течение 4 лет. Поэтому я вам сейчас немножко расскажу, как правильно и грамотно подготовить сюжет. Допустим, я с вами работаю, да, мы с вами договорились, что я к вам приеду, съемочная группа, редактор и оператор. Что требуется с вашей стороны? Продумать структуру сюжета. То есть о чем пойдет речь, что мы хотим сказать и что мы хотим показать. Подготовить спикеров, то есть те люди, которые будут у вас в кадре, да. То есть, ну, может быть, это будете вы, как руководитель проекта, расскажете о своем проекте. Дальше надо обязательно, желательно дать слово специалистам, которые расскажут о вашем проекте. Да, проект, который скажет, да, проект он хороший, он в нашем там Улусе, на Слеге, очень нужный проект, потому что он несет то-то, то-то. И в конце должны быть обязательно благополучатели. То есть те люди, на кого направлен проект, которые скажут, да, спасибо, мы действительно получили те знания или тот опыт, который вот этот проект нес на себе или что-то еще. И мы очень рады и счастливы. И это вот
изменило как-то нашу жизнь. Продумать картинку, что и кто будет в кадре. Это тоже важно. Бывает так, что, и часто бывает, что у нас, допустим, проект реализуется. Вот, кстати, мне сейчас хотелось рассказать немножко о проекте, который реализуется в Мумском Улусе. Точнее, вот он уже реализовался, Я оленевод называется. Они находятся далеко, туда съемочная группа выехать не может. Но руководитель проекта взяла с собой камеру, поснимала непосредственно там вот в оленьих стадах, они выезжали с проектом, хорошие фотографии сделали, по своей выставке они организовывали, с детьми работали. Они сделали такое, как, ну, мы как профессионалы говорим, архивные кадры они сделали своего проекта. Где-то, может быть, непрофессионально, но тем не менее, вот из того количества, которое привезли, мы смогли собрать хороший, полноценный сюжет. Плюс здесь уже в городе дописали интервью на профессиональную камеру, профессиональная съемка, профессиональный монтаж. И, естественно, у нас уже сюжет получился по проекту. И это здорово. Поэтому я рекомендую тем людям, у кого проект проходит где-то далеко от центра, где нет возможности выехать в съемочной группе профессиональной, снимайте сами, потом привозите уже к нам, и мы дорабатываем этот ваш материал. Самое главное снять хорошие кадры. Может быть, посмотрите в интернете, как это делается. Сейчас я об этом говорить не буду, потому что это надо все-таки показывать. Если есть камера, желательно камерой. Если нет, то телефон мы не рекомендуем, потому что все-таки профессиональное телевидение имеет свои законы, и благодаря которым уровень телевидения не падает, слава богу. Поэтому все-таки на телефон мы не советуем снимать. Оптимальный вариант – это небольшая камера. Она может быть небольшой, но достаточно качественной, с хорошим стабилизатором. Говорить там ничего не надо, достаточно снять, да, то есть вот оленеводы, например, они сняли очень хорошие кадры, как там дети занимаются в оленьих стадах, оленей самих, ну и так далее, то есть там они проводили соревнования, вот они это сняли, и это, естественно, все вошло в сюжет, и мы потом смогли это показать. Поэтому ваша задача при подготовке сюжета о вашей деятельности – это как раз продумать структуру, как это будет выглядеть, потому что за 2-3 минуты, мы говорим сейчас о сюжете полноценном, нужно будет рассказать полностью о вашем проекте. А может быть, он у вас реализовывался в течение года. То есть вам это все нужно будет уложить в 2-3 минуты, из которых минута, наверное, отведется спикерам, всем троим, там по 15-20 секунд на каждого. И плюс еще закадровый текст, где редактор должен рассказать, что вы сделали. То есть это всего там 2 минуты, 1,5-2 минуты. То есть ваша задача подготовить вот этот материал в печатном виде желательно, подготовить картинку, то есть если у вас есть архивный материал, это хорошо, если нету, и если мы выезжаем к вам на съемку, то мы должны четко знать, какой материал мы будем снимать. То есть у вас что-то там проходит, да, у вас проходят какие-то соревнования, мы снимаем их и снимаем спикеров. Если у вас проходит какой-то семинар, ну хорошо, снимаем семинар. Хотя все-таки я больше рекомендую. Семинары, это, конечно, может быть и хорошо, но зритель хочет видеть не просто людей, которые сидят, да, что там за столом и все, а есть какое-то движение в кадре. То есть что-то делают, там, я не знаю, проходит какая-то акция. То есть чем больше движений, тем лучше и привлекательнее выглядит ваш проект в кадре. Угу. Можно, пожалуйста, следующий слайд? Вот, пожалуйста, сейчас мы видим, может быть, из вас уже кто-то видел, да, такой проект Якутской епархии «Читаем Евангелие вместе». Это люди разные, разных возрастов, национальностей, читали Евангелие, небольшую притчу из Евангелия. То есть читалось оно на 2 языках, на русском и на якутском. И вот это перед вами небольшой отчет о том, где
были размещены материалы об этом проекте. То есть справа мы видим как раз журналиста, который сидит на СТВ радио. Она тоже читала Евангелие, это Ольга Хохлачева, где еще были в телевидении размещены материалы. Это «Россия-24», «Россия-1», НВК «Саха», тогда еще был ТНТ Якутск, телеканал «Союз». То есть охват полный, в том числе есть и федеральные каналы. И видим, да, информационные материалы были размещены в интернет-изданиях. Это на официальном сайте Якутской епархии, официальный портал Фонда соработничества. Это как раз один из порталов Русской Православной Церкви. И, кстати, этот проект получил двойную поддержку и Фонда соработничества, и Фонда президентских грантов. Поэтому он такой обширный получился. Официальный сайт Министерства по развитию институтов гражданского общества. Этот проект он был реализован в 2017 году, поэтому вот тогда еще было Министерство по развитию институтов гражданского общества. Также ряд, естественно, наших порталов. Это и Православная инициатива, и Якутская семинария. И идут, естественно, порталы, которые у нас в Якутии. Это Саха-Ньюс, Саха-Лайв. И дальше уже там идут Бесформата, Редман и Родина. То есть такой хороший охват. И когда делаешь отчет по проекту, прикладываешь все эти ссылки, и проект, ну, как бы получается, куратор, когда смотрит, он понимает, что проект, да, о нем узнали, его было видно и слышно, и, наверное, только ленивый не прочитал какую-то информацию о нем. Можно следующий слайд? Ну все, спасибо за внимание, собственно говоря. Если есть вопросы, пожалуйста, я отвечу. Добрый день, уважаемые участники. Есть у вас вопросы к Анжелике Анатольевне? Спасибо большое, Анжелика Анатольевна. Это действительно, но я напомню, что меня зовут Вешникова Ольга Анатольевна, да, я представляю Единый ресурсный центр, и сейчас я продолжу спич нашего вот лектора. Хочу сказать, что СПАС – это действительно один из самых мощных ресурсных центров Республики Саха-Якутия. И я хочу, мы тоже начинали на базе фонда «Семья для ребенка», свой ресурсный центр создали мы в 2016 году, да, и сейчас набираем обороты, и вот превратились уже в единый ресурсный центр. И речь идет о том, что мы вчера говорили, когда была пленарка, я несколько раз подчеркнула, чтобы услышали вы и ваш глава Иван Иванович о том, что мы хотим, чтобы в каждом муниципалитете появился ресурсный центр. Это может быть ресурсный человек, это может быть группа энтузиастов, это может быть в составе администрации, специалист, группа специалистов и так далее. Я не случайно вчера показала слайд, это выдержка из протокола. Если хотите, вы мне напишите в чате почту, я вам направлю этот протокол, значит, совещания у председателя правительства, у Солодова, в котором говорится, что есть поручение до конца года создать ресурсные центры в каждом муниципальном районе. Кроме того, предлагается предоставить им не только помещение, но и подумать о коворкинг-центрах. То есть это рабочие места, куда могут прийти ваши активные граждане. Вот сейчас грант фонда президентских грантов, точнее конкурс идет. Ваш представитель НКО приходит, садится, есть компьютер, стол, он садится в администрации, где достаточно быстрый интернет, и заполняет заявку. Ваш представитель молодежи, сейчас объявлен конкурс Росмолодежи, и тоже будьте внимательны, мы немного упускаем, и наша молодежь чуть-чуть, вот здесь надо молодежи проснуться,
Мы мало принимаем участие и очень мало выигрываем в этом конкурсе. Нам надо проснуться, и если нам негде это все сделать, заполнить, у нас медленный интернет и так далее, сейчас все делается онлайн, нам нужно вот это рабочее место с доступом в интернет, это называется коворкинг-центр. Ну, в идеале это кулер, чай, кофе, конфетки, да, хорошие отношения, поговорить. И вот такая услуга. И позвольте мне продолжить. Я попрошу, Леонид, включить мою презентацию. Спасибо большое, Анжелика Анатольевна. Спасибо, я с вами прощаюсь. Да. Дело в том, что представила нам руководитель ресурсного центра «Спас». Информационную поддержку, это очень важно. Ресурсный центр – это разная поддержка некоммерческих организаций и активных граждан. И вот я сейчас прямо взяла, буквально сегодня нашла презентацию, которую мы делали для стратегической сессии ресурсных центров. Меня, в свою очередь, прокачали в январе этого года во Владивостоке. Мы вошли в сеть ресурсных центров Дальнего Востока. Ежегодно и несколько раз в год мои сотрудники абсолютно бесплатно выезжают во Владивосток для того, чтобы пройти обучение, потому что мы вошли в программу, да, образовательную. Буквально сейчас готовится еще выезд. В августе мы выезжали вообще втроем. Поэтому нужно понимать, что если мы с вами подружимся, если вы будете знать, где какие ресурсы, где идет обучение сейчас бесплатно, куда можно выехать, где можно повысить свой профессиональный уровень, мы вам подскажем. Кстати, могу заметить, сейчас во Владивостоке идет, ну, уже анкеты, конечно, заполнили, но если вы найдете, определите вашу инициативную группу или активное тельбе в каком-то наследии, у которых есть хорошие проекты, инициативы и так далее, если вы нам дадите о них знать, мы можем их направить для того, чтобы Владивосток их включил в систему обучения. С тем, что их могут пригласить, и они поедут во Владивосток обучаться. Ресурсные центры, мы обучаемся бесконечно, постоянно. Это все происходит за счет грантов, фонда президентских грантов, за счет фонда Тимченко, фонда Потанина и так далее. Об этом вам вчера говорили, и сегодня я тоже постараюсь чуть-чуть сказать, и у вас предстоит еще меры поддержки. Сегодня в 2 часа Вячеслав Ядреев, наш юрист, выйдет на связь. Я тоже постараюсь подключиться, да, чуть-чуть, может быть, дополнить его спич, и в 4 часа у вас будет еще один ресурсный центр. Я вот прямо обращаю внимание, посмотрите, какие мы все разные, да. Спас – это не только православие, но это еще и поддержка некоммерческих организаций, но вы сейчас услышали про информационную поддержку. А в 4 часа к вам придет Ассоциация консультантов, финансистов, аудиторов, ресурсный центр АКФА. Они специализируются на бухгалтерских услугах, но также могут вас проконсультировать и по проектированию. Давайте посмотрим, какие ресурсные центры бывают. Вообще их можно классифицировать по географии. Например, ресурсный центр Кобяйского района, ресурсный центр молодежи Кобяйского района, центр поддержки волонтеров Кобяйского района. Да? Это может быть центр поддержки гражданских инициатив. То есть это ваш выбор. Но то, что такие люди и такие центры сейчас нужны, это абсолютно точно. И если мы с вами подписываем соглашение о сотрудничестве, а я вчера услышала готовность, да, со стороны вашего главы, то я думаю, что мы будем вас сопровождать. Мы возьмем вас на сопровождение и будем помогать вам и повышать ваш профессиональный уровень в написании проектов, создании НКО и так далее. И тем более, что у вас ресурсные люди есть. Я вчера говорила, здесь, по-моему, сегодня присутствует, да, Анисия Спиридонова, с которой мы знакомы, которая очень активно продвигает развитие НКО в вашем районе. Предлагаю ее точно включить вот в этот ресурсный центр.
Вот, но это ваше, конечно, будет решение, посовещайтесь, посмотрите, что и как вы хотите развивать. Можно по целевой группе. Вот мы сейчас, раньше фонд «Семья для ребенка» мы ориентировались как ресурсный центр только на те НКО, которые оказывали социальные услуги престарелым, детям с инвалидностью, детям-сиротам и так далее. То есть это те, о чем я вчера говорила, которые вошли в реестр, те НКО, которые вошли или входят в реестр поставщиков соцуслуг. Например, такой ресурсный центр может быть. Но это было в прошлом. Сейчас у нас спектр достаточно большой. По географии мы на всю республику Саха оказываем свои услуги. Но и не только. Мы помогаем, у нас были обращения с Ангарска, с Иркутска и так далее. А дальше, организационно-правовая форма может быть любая. В ЮГРИ, например, такой единый ресурсный центр, как у нас, это ГБУшка, государственное бюджетное учреждение, которое полностью финансируется за счет бюджета. Да? Мы за счет бюджета не финансируемся. У нас привлеченные средства целевого фонда будущих поколений, гранты, и мы оказываем услуги, в том числе платные, и муниципалитетам, и государственные заказы, и муниципальные заказы. То есть форма может быть разная. Это может быть муниципальное учреждение, это может быть фонд, это может быть НКО, это может быть пока что волонтерская инициативная группа, которые поручили, да, в администрации. Но вы это сами должны избрать для себя, потому что вы хозяева на своей территории. И ресурсный центр может быть комплексный, например, как наш. Мы можем проводить семинары, мы можем провести тренинг для правительства, психологический тренинг, профилактика выгорания профессионального. Мы можем провести обучение волонтеров, мы работаем с выпускниками детских домов и так далее. То есть у нас спектр очень большой. Но можно сделать специализированно. Например, АКФА в начале были исключительно для оказания консультаций по бухгалтерии, отчетности, налоговой и так далее. И могут быть тематические, да, это исключительно, например, сиротство, это исключительно вы только помогаете ветеранам, престарелым, одиноко проживающим и так далее. Или это только трудная жизненная ситуация. И такое тоже может быть. То есть, может, у вас уже есть некоммерческая организация, такое тоже возможно, на базе которой вы сейчас делаете ресурсный центр. Вы их усилите, посмотрите внимательно устав, нужно добавить определенную цель, мы вам подскажем, какую, и тогда вы можете потом принимать участие в конкурсе, допустим, грантов главы или президентских грантах и так далее, вот по направлению оказания методической, консультационной, информационной, образовательной помощи некоммерческим организациям. Вот это направление. И возможные отделения, конечно, потом по наследам. Следующий слайд, пожалуйста. Да, давайте следующий слайд включим. Вот, спасибо. Уровни ресурсных центров. Ну, понятно, что у вас будет первого уровня. Услуги, которые уже сформированы. Нет, мы сейчас тут пролистали. Угу, спасибо. Услуги, которые уже сформированы у социально ориентированных некоммерческих организаций. То есть у вас запросы, у них есть запросы, они хотят участвовать, выигрывать гранты, они хотят открыть волонтерские движения. Вот сейчас был запрос и есть, остается запрос на помощь людям, да, во время ковида. Нужно очень быстро мобилизоваться, нужно где-то, чтобы было складское помещение, где все эти пакеты, где формируются вот эти продуктовые наборы, развозятся. Я думаю, сейчас вторая волна, она уже действительно нам наступает на пятки, ну, точнее, она уже пришла. Значит, мы должны быть готовы к тому, что мы будем вот эти наборы опять разносить. Кто это будет делать? Кто будет готовить этих волонтеров? Волонтеры могут быть такси, человек с автомобилем,
в маске, который не боится и который хочет помочь, оказать помощь. Поэтому мне кажется, вот сейчас запрос на ресурсный центр, который бы оказывал услуги в сборе помощи людям, пострадавшим, тем, кому нужна помощь, организация волонтеров. И такой ресурсный центр, может быть, он у вас стартанет вот с таких услуг. Ну, плюс регистрация НКО, бухгалтерия и так далее. Вот ресурсный центр второго уровня, да, мы себя позиционируем таковым, это формирование услуг и потребностей, это уже технологии, это, значит, содружество и сотрудничество с органами власти. Мы разработали технологии социального сопровождения граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, на примере Мадутского наследия Намского улуса. И сейчас эту технологию на коллегии Минтруда принято развить на весь Намский улус, на Горный улус и Алекминский район. Ой, не Алекминский, Оленёкский район. То есть она настолько, эта технология понравилась, мы считали домохозяйства, и наша задача была сократить домохозяйства, которые стоят на учете в органах соцзащиты. То есть людей исключить из реестра безработные, получающие там выплаты и так далее, и так далее. И третий уровень – это когда мы выходим за пределы, это когда межрегиональный. Вот ресурсный центр развития Владивостока, Приморского края – это третий уровень. Они нас собирают, мы со всего Дальнего Востока приезжаем, чтобы обсуждать вот эти вот моменты. Можно, пожалуйста, следующий слайд. И какие услуги мы можем и продукты предоставлять. Здесь слово «продукты» имеется в виду, это именно то, что мы можем дать, да, продукция, консультации, обучение, тренинги. А это может быть база данных, например, база данных волонтеров, база данных НКО, база данных тех, кому нужна помощь. Разработка различных методик. Вот о чем говорила сейчас Анжелика, пиар-компании, информационные компании, как раскрутить и поблагодарить всех тех, кто помогал. Мы вчера, вот у нас было совещание с целевым фондом, мы услышали, что более 60 миллионов рублей выделил бизнес во время ковида. Понимаете, на помощь. Приобретались ИВЛ, приобретались средства защиты, оснащались клиники. Лично к нам обратился, у нас есть такое популярное здесь кафе, любители кофе, кто был в Якутске, знаете, Travelers. Они сами на нас вышли и сказали, мы хотим накормить волонтеров, мы хотим накормить бесплатно врачей. И несмотря на то, что их предприятия стояли и не работали, они были в минусе, они помогали, они кормили наших волонтеров. Вот. И это тоже вклад, да. И вот здесь вот таких людей надо точно пиарить, про них нужно говорить, их нужно благодарить, и НКО нужно подсвечивать. Если у вас есть интересные практики, классный проект, который вы хотите развить или которым хотите поделиться, отправляйте к нам. Отправляйте прямо на почту, мы посмотрим. В Сахалайфе у нас сейчас идет подсветка арктических проектов. В ближайшее время увидите 2 проекта одной организации Жиганского района. Вот мы прямо берем интервью, и они рассказывают, фото предоставляют, мы это сделаем для вас бесплатно. Экспертизы, дискуссии, медиации, исследования, может быть, сопровождение НКО, сопровождение людей в трудной жизненной ситуации и так далее. Кстати, у вас есть фермерское хозяйство, которое принадлежит некоммерческой организации, общественной организации «Алмаз», которые предоставляют, занимаются реабилитацией наркозависимых. И я знаю, что их вывозят к вам. После того, как снятие интоксикации и реабилитации первый период проходит здесь, они у вас проходят такой удаленный от Якутска, от соблазнов трудотерапию.
такую реабилитацию. За это, за каждого наркозависимого выплачивается в год 600 тысяч рублей Минтрудом. Вот вам, пожалуйста, услуга. Они состоят в реестре, мы их сопровождаем. Они получатели грантов, фонда президентских грантов, гранты главы и так далее. Они в реестре исполнителей общественно полезных услуг. То есть вот если вы знаете, если они, ну, как бы вы можете у них получить консультацию, когда они к вам там приезжают и так далее. Ивановы, Серафим Серафимович и Алена Афанасьевна Иванова. Вот. Если нужен телефон, тоже можем поделиться. Следующий слайд. То есть вы являетесь территорией для реабилитации. И что объединяет вообще ресурсные центры? Чем мы похожи? В любой ресурсный центр, в который вы придете, так, это у нас автоматика и кибернетика, цифровизация, да? Нас объединяет что? Мы консультируем. Сейчас онлайн, но так вообще, когда офлайн, у нас обычно во время конкурса президентских грантов просто как улей жужжит наш ресурсный центр. Курашова 24, наши координаты вы, наверное, уже знаете. Нас объединяет, что мы проводим тренинги, семинары, вебинары. Ну, вы можете их увидеть на YouTube-канале. Ну, то, чем мы сейчас занимаемся, да. Нас объединяет то, о чем говорила Анжелика. Мы стараемся дружить со СМИ, где-то им действительно платить за услуги. Соцсети, смотрите наш сайт. Ну, сайт у нас пока фонд «Семья для ребенка». В ближайшем будущем появится сайт Единого ресурсного центра, и там будет карта, о которой я говорила. Да, мы постоянно, нас что еще объединяет? Мы должны мониторить, анализировать ситуацию, но мы постоянно саморазвиваемся. Вот постоянно. В понедельник я должна вылетать в Москву, потому что абсолютно бесплатно опять мы выиграли конкурс на обучение в таком ресурсном центре, который называется «Благосфера». Вот там-то мы и посмотрим, как нужно оформлять пространство для ресурсных центров, что такое коворкинг-центр. Мы еще для себя не сделали вот эти места. В ближайшем будущем, я думаю, что мы это сделаем. То есть всегда нужно учиться, нельзя стоять на месте, особенно в таком деле, как некоммерческие организации. Меры поддержки мощные, мы о них не всегда знаем, мы не знаем, как их использовать, мы не знаем, куда обращаться, если нарушаются наши права, да, и мы не знаем о том, что все время видоизменяется, нам доверяют услуги, мы можем открывать частные школы. Вчера мы тоже обсуждали, уже есть запрос частные ясли, это прямо политика, это национальные нацпроекты. Это, значит, центры по оздоровлению, старость в радость. Куда бы я ни приехала, стараюсь до 5, и бывают больше районов в год. Вот к вам еще не заехала, надо приехать как-нибудь. Везде есть запросы на клубы 55+, женщины говорят 60+, 70+. Мы хотим собираться, мы на пенсии, мы хотим приносить пользу. Мы можем делать много интересных вещей, продукцию, продавать ее и так далее. Вот с ними можно и нужно работать. Это очень мощный ресурс. Не только молодежь у нас ресурс, кстати. И можно следующий слайд. Вот. И нужно определить, это я сейчас не про себя. Вот это всегда нужно задавать вопросы. Кто такие мы? А мы межрегиональные? Нет. Мы общественные? Да. Мы комплексные? Возможно. Есть еще не только ресурсные центры. Допустим, в Сибирский центр, он называется Центр общественного развития. Вот, вообще широко. Мы называемся Единый ресурсный центр поддержки СОНКО и развития гражданских инициатив. А вот Центр общественного, то есть ЦОР, их еще называют ЦОРы, Центр общественного развития на многих территориях тоже есть.
Нужно понять, кем вы будете. Возможно, вы будете осуществлять поддержку развития НКО по всем аспектам деятельности, а может быть, у вас будет какая-то узкая направленность. Вот какая-то есть фишка в вашем районе, и вы ее будете продвигать. Это тоже возможно. Да? Следующий слайд. Так. Вот какие бывают ресурсные центры. Это если мы про специализацию. Примеры. Да, вот грани, это, ну, я считаю, это наивысший пилотаж, ресурсный центр грани Пермь, я там была. Стажировку я заложила за счет гранта. Поехала туда одна и попросила, чтобы они меня приняли, показали, как они работают. Мне захотелось узнать, как это устроено внутри самого мощного, самого долгожителя. Мы их называем 3 мамонта. Это Архангельск, Новосибирск и Пермь. Это ресурсные центры, которым уже за 20 лет. Есть чему поучиться, поверьте. Попасть на стажировку в такие центры очень сложно. Допустим, нам сегодня пришел отказ, мы не выиграли в конкурсе на стажировку Архангельск. Мы знакомы с Мариной Михайловой, но вот в Архангельск никак попасть не можем. Здесь еще есть один фактор, очень дорого билеты. Добраться все через Москву и так далее. Вот. Развитие фондов местных сообществ. И это возможно у вас. Вот фонды местных сообществ – это пройти общественные организации, это тёльбе, по-своему можно их назвать, тоже фонды местных сообществ. Это когда в определенном поселке есть некий фонд, такая коробочка, куда все складывают, куда приносят все ресурсы. Если нужно построить балаган, то значит будет построен балаган. Из бюджета не взято ничего. Есть фонд местного сообщества, и если вы еще привлекаете средства инициативного бюджетирования, что у нас вообще набирает обороты, и мы там какие-то 5-е место в мире уже. Допустим, когда мы Мадутский наслед прокачивать начали, по заданию еще, значит, предыдущего председателя правительства, нам было поручение: прокачайте Мадутский наслед. Сделайте так, чтобы там не было меньше неблагополучия, больше благополучия, чтобы там возникли НКО и так далее. Я хочу сказать, что после 8 проведенных там, это была платная история, то есть нам платил наслед из администрации, нам оплачивали наши приезды, ну, понятно, у нас тут, в принципе, близко 1,5 часа, и мы в Мадуте. И 8 раз только я туда выезжала. А еще выезжали различные наши спикеры, мы привлекали из институтов других и так далее. Наша задача была прокачать этот наслед и сделать прямо вот город солнца. И в результате там было 50 домохозяйств, ну, то есть дворов, которые были на разных учетах. Алкогольно зависимые, безработные, люди с инвалидностью, значит, опекунская семья, да, и они, вот, одиноко проживающие престарелые, они все получали разного рода пособия, абсолютно говорили, здесь работать негде, все у нас очень плохо, настроение было достаточно депрессивное, поэтому мы психологические тренинги проводили. Мы проводили тренинги развития человеческих ресурсов, это тоже там было очень важно. Мы закрывали людей в школе, клали их на маты, они приносили подушки, одеяло, и мы их там качали день-два. Ну, они домой уходили только ночевать, но с собой приносили еду, потому что наша задача была в них вдохнуть жизнь, вдохнуть, ну, такое настроение на позитив, а после этого мы уже проводили анкетирование. У нас появились волонтеры из числа жителей, они сами приходили в эти домохозяйства, очень сложные анкеты. У нас появились кураторы у каждого такого домохозяйства. Кураторов глава УЛУСа назначил авторитарно.
все начальники управлений, больниц, учреждений стали каждый куратором вот такой семьи. В результате из 50 домохозяйств у нас осталось в такой ситуации только 20. И вы не поверите, сколько там всего. У нас есть презентация. Ну, может, когда-нибудь мы с вами встретимся или что-то совместно проведем, мы можем вам вот это презентовать, насколько у них изменилась вообще жизнь, сколько они выиграли грантов, субсидий, инициативного бюджетирования, они облагородили заброшенное озеро, им наконец-то достроили детский сад, у них появились различные фонды местных сообществ, у них, вообще сделан, они заброшенный такой ангар вот такой, они сделали, открыли вот этот спортзал, трудоустроили людей, у них построен балаган на собственные средства. То есть я вообще не узнаю. В этом году глава еще добился, и сейчас им дорогу делают. От Намцев дорогу. Плохая была дорога. То есть, когда люди сами захотят, можно сделать много чего. Поэтому развивать фонды местных сообществ – это важно. Информационная поддержка. СПАС, они на этом, Анжелика, она на этом специализируется. Да? Это могут быть правозащитные. Смотрите, Центр судебно-правовая реформа. К нам приходят иногда обманутые дольщики в составе 20-25 человек, и говорят: ребят, помогите, что делать, куда обращаться. Клуб бухгалтеров-аудиторов, есть такой, юристы за гражданское общество, правозащитные центры. То есть есть тематические, специализированные примеры ресурсных центров. Ну и, по-моему, уже из заключения, у нас предпоследний слайд. То есть мы можем быть разными, главное, чтобы мы были в помощь. И что еще? Да, в принципе, можете перевернуть, это тут уже все про Москву, Красноярский край, да, инфраструктура, да, смотрите, теперь за счет каких средств, этот оставьте, Леонид, этот финансирование, давайте на финансирование сосредоточимся, значит, как можно профинансировать ресурсный центр. Собственно, этот последний слайд, я больше уже ничего не хочу показывать. Органы власти, да, это может быть местное самоуправление, может быть сами НКО, то есть это может быть контракт. Сейчас есть и вступил в силу закон государственный муниципальный заказ. Если вашему району нужно, и вы поверите, что НКО – это инвестиции, о чем вчера говорил министр, о чем вчера говорил Руслан Платонов, это действительно, когда понимают, смотрите, у нас сейчас горный район, да, на первом месте по участию во всех конкурсах, а самое главное по выигранным. Если посчитать, вы можете им просто позвонить и спросить, сколько у них было привлечено за счет грантов и субсидий. Я думаю, огромное количество средств. Но удивитесь, это действительно может стать вторым бюджетом. И поэтому я считаю, что ресурсный центр вам будет только в помощь. Да? Это может быть за счет бюджета, это может быть за счет муниципального бюджета, это может быть само НКО. Когда мы работали как фонд «Семья для ребенка», мы абсолютно самофинансирование, но мы всегда участвовали в 44-м, мы оказывали платные услуги, исследования, семинары платные, и до сих пор этим занимаемся. Клиентский, то есть проектное финансирование в рамках субсидий или пожертвований фондов. Это может быть субсидия специально выделенная, а может быть и пожертвование. Да? То есть фонд местного сообщества – это когда аксакал, старейшина, допустим, он руководитель этого фонда, или не фонда, или это тельбе, да, он руководитель, и он говорит: ребята, нужно скинуться, потому что нам нужно построить детскую площадку.
Все. Молодежь уезжает, детей забирает, площадки нет, катка нет и так далее. Мы скидываемся и что-то делаем. И вот тогда сами клиенты говорят, что да, нам нужен такой ресурсный центр. И это могут быть, конечно, федеральный уровень. Ну, я думаю, что сейчас пример – это сам фонд президентских грантов. Он является и ресурсным центром, потому что если вы зайдете на их сайт, на YouTube-канал, вы увидите беспрецедентное количество таких микро-микро семинаров, вебинаров. Вот, поэтому вот финансирование тоже может быть различным. Ну, собственно, я хочу на этом закончить. Я что хотела, сказала. Если у вас есть вопросы, я вижу, что в чате был вопрос, подключайтесь, пожалуйста, будет очень интересно выслушать. Вообще полезна это вам информация, нет? Созрели вы или нет? С кем контактируем, если вы созрели? Кто готов? И так далее. Так, вопрос Ольга Анатольевна, добрый день. Да, добрый день. Да. Да. Меня зовут Потапов Василий, я сам приехал из Мирного по инициативе Министерства молодежи, да. Работаю главным специалистом по молодежной семейной политике. В начале февраля, ну, в начале предыстории, да, нам дали 2 помещения для работы доставки продуктов пожилым людям. Да, и в течение 3 месяцев мы сами своими силами оборудовали данные кабинеты. Там мебель, стол для совещания, там рабочий компьютер, да, и нам безвозмездно подключили интернет и телефонную связь. Да. Вот мы вот думаем, вот у меня в Наслегах, да, есть специалисты по молодежи семейной политики. В каждом Наслеге, да. В Сангарах нас 3. Это Ася, специалист по работе с общественностью, я, главный специалист, и поселковый специалист. Вот нам вот у нас помещение уже есть. Интернет есть, телефон есть, мебель, все есть, да. Вот как нам, как бы сказать, да, вот, как бы, чтобы консолидировать всех специалистов, да, в один орган. Так, то есть вы сотрудники администрации, правильно я понимаю? Да. Управление молодежной семейной политики. У вас 3 человека. Нет, А я вот сам подчиняюсь администрации, да, и мы отдельности, поселковый специалист отдельности, я отдельно, как район, да, и вот, они все как управление культуры, да. Вот специалист по НКО у нас, я работаю, получается, в управлении культуры. У нас вот эта должность вот прикреплен в управлении культуры. Да. Понятно. То есть у вас такой лебедь, рак и щука. Да. Вот. Имея возможность, да, имея всех специалистов по наследам, да, вот, я вот хочу создать, да, по инициативе, да, ну, район меня поддержал, да, руководство, да, создание единого, как бы сказать, орган по работе с молодежью, районный комитет молодежи. Ну, это отличное решение, это может быть вообще таким ноу-хау, наверное, это такая инновация, я бы сказала, да? Потому что, наверное, во многих районах также по такому пути идут, как у вас, насколько я понимаю. А вы хотите сделать принцип единого окна. Я думаю, что это вообще очень здорово, но здесь должна быть политическая воля вашей администрации. То есть это не должно быть так, да, идите, ребята, работайте. Вы должны доказать, что будет эффект от этого, понимаете? Значит, я вам предлагаю составить что-то типа проекта, а может быть программы, чем вы будете заниматься. Вот смотрите, во-первых, вы можете доказать то, что если ваш вот этот комитет будет заниматься поддержкой НКО, то здесь, если вам нужно письмо поддержки, мы напишем письмо поддержки вам, если вам это что-то даст, да? Дело в том, что если вы объедините молодежь, НКО, развитие местных сообществ, гражданских инициатив, и так обзовете свой комитет, это будет очень круто. Это будет здорово. Потому что нельзя разделить, я абсолютно понимаю, что сложно, находясь в культуре, в управлении культуры, да, заниматься НКО. Получается,
ну, такое узкая направленность НКО. А молодежь и НКО, да, это возможно, но тут тоже нужно, чтобы был один специалист, который бы выходил за рамки молодежи. Если вы будете качать только молодежные инициативы, волонтерские, то это будет узковато. Куда мы денем совет ветеранов, да, союз, вот, пожалуйста, женсоветы у вас есть в УЛУСах и так далее. Вы должны в своем проекте, или что у вас там будет, может быть, проектный офис. Сейчас такое есть направление, называется проектный офис. Вы разрабатываете проектный офис, отправляете на рассмотрение своего главы и защищаете его. И говорите, что мы, новый комитет по молодежной политике, развитию некоммерческого сектора и гражданских инициатив, будем заниматься, в наш спектр деятельности будет входить 1, 2, 3, включая. И вы же себя обзываете ресурсным центром, например. Понимаете? И мы с вами будем заключать, например, там договор на то, что мы к вам приезжаем и проводим семинары и так далее. У нас так было в Нюрбе. С Нюрбой мы сотрудничаем с управлением именно по молодежной политике. У них не семейная, у них именно молодежка. И мы туда несколько раз приезжали, они нам оплачивали все, и мы качали Нюрбу. Вот по проектированию, по развитию местных сообществ и так далее. Прямо был такой заказ. Заказ был от главы, но мы это все делали с управлением молодежи. Если вы себя переименуете и пойдете по своему пути, это будет очень здорово. Мы вас поддержим. То есть мы вас будем, вы себя обзываете ресурсным центром, но чтобы это было реально, неформально, да? То есть вы реально будете помогать НКО, тогда мы будем помогать вам, как ресурсному центру. Вот, пожалуйста, тогда ваш путь финансирования за счет муниципального бюджета, да? И к вам приходят НКО, у вас есть помещение, туда же могут прийти волонтеры, там же вы делаете коворкинг-центр, то есть туда приходит активный гражданин или вот, пожалуйста, женсовет хочет принять участие в конкурсе президентских грантов. Сразу отвечаю на вопрос. Вы можете успеть, если вы, ну, это сложно будет, но вы вот пошли бы в ресурсный центр ваш, да, в коворкинг-центр, и под наблюдением и при консультации ваших спецов вы бы, наверное, может быть, и успели. Хотя у меня на это уходит, вот на большой проект, около месяца уходит. Вот я сейчас помогаю буддийской общине писать проект, и это для меня общественная нагрузка, приходится это делать ночами. Ну вот, вечером, поздно уже и так далее. Ну, если захотеть, конечно, можно успеть, но попробовать точно нужно, если вы зарегистрированная некоммерческая организация. Поэтому я тут сразу на 2 вопроса постаралась ответить. Надеюсь, я на ваш ответила, Василий. Ольга Анатольевна, большое спасибо. Да, я вот проблему до руководства это подал конкретно, и они поддержали, сказали, необходимо отработать с главами поселений. Вот. Ну, значит, вы должны, понимаете, когда мы что-то защищаем, то это должен быть либо проект, либо программа. И вы должны поселениям, ну, как бы, сказать, да, что это нужно, важно. Если вы докажете, я думаю, вас поддержат. Я вот сам лично занимаюсь всеми вопросами и предпринимательства, и НКО, и все сферы нашей администрации, да. Лучше было бы, чтобы у нас, например, был бы один орган при администрации района, созданный постановлением главы района, чтобы мы именно работали именно как молодежный. Я думал, что мы будем как опорный штаб, да, молодежный опорный штаб, но было бы лучше, чтобы молодежный ресурсный центр именно. Да, но я бы вам хотела, чтобы вы чуть-чуть расширили свои границы. Да. Если, смотрите, если вы называетесь молодежный ресурсный центр, я ветеран, ну, представьте, я ветеран. Я, наверное, к вам не пойду, потому что подумаю, ну, там же молодежь, а если там я хочу создать 60+, мне тогда куда? Поэтому вы должны расширить границы, сказать, да, мы молодежь, но мы при этом готовы оказывать услуги всем жителям, всем желающим.
Если вы такую пиар-компанию сделаете, вот так. Ну и это вам решать. А может быть, вы хотите сосредоточиться только на молодежи и волонтерстве, это ваше уже решение. Но я абсолютно считаю, что не должно быть лебедь, рак и щука. Надо сейчас оптимизировать ресурсы. Ресурсов все меньше и меньше на муниципальные нужды и на государственные. Почему все идут за грантами сейчас? Почему Горный район, Мирнинский, в Мирном вообще в этом году очень мало выделили на поддержку НКО? Вот у вас сколько выделяется на поддержку НКО в год? Мне это интересно. Анисия, пожалуйста, ответь, пожалуйста. Анисия. Ну, можете написать в чате, да? Ну, смотрите, в Мирном в этом году практически по нолям, только город выделял. И что сделали? Там есть в администрации по договору, насколько я понимаю, гражданско-правового характера привлечен человек, который в одном лице называется ресурсный центр административного масштаба, так? То есть на весь район. И я ее знаю давно, она сама с Якутска, и она настолько отрабатывает мощно, она сейчас уже формирует программу образовательную и готова там привозить спикеров и так далее. И они, по-моему, на 3-м месте по подаче заявок гранта главы, и у них есть очень много победителей и в гранты главы, и фонда президентских грантов. Они поняли, что у них в бюджете нет, но они могут и готовы сделать все, как ресурсный центр в одном лице, готовы сделать все, чтобы привлечь инвестиции извне. Ольга Анатольевна, ага. Угу. Чтобы нам вот такое необходимое руководство поддержало, мы готовы, да, но нам нужна ваша помощь именно при разработке нашего положения. Мы видим, да, но мы не можем это написать, не можем, например, положение. Ну, смотрите, я за вас положение точно писать не буду, это вам, а не мне. Мне это не надо, это вам надо. Вы должны такую мотивацию у себя, у вас такая сила намерения должна быть, что вы захотите и найдете все. Окей, Google, есть такая функция. Я к ней всегда прибегаю, когда ничего не могу найти. Я набираю в Гугле положение ресурсного центра. И вы найдете там массу всего. То есть давайте так, вы сделаете, а потом вы нам покажете. И мы вам можем чего-то посоветовать. А разрабатывать или что-то такое мы не будем, потому что это неправильный будет подход с нашей стороны. Делайте, подглядывайте, подслушивайте, учитесь. Вот мы для этого с вами сейчас и на связи. Потом разрабатывайте, отправляйте нам на почту, позвоните мне лично и скажите, мы отправили, а мы посмотрим и, конечно, дадим свое заключение. Хорошо, Ольга Анатольевна, хорошо, спасибо. Отправим. Хорошо. И еще, надеюсь, что ответила. Давайте мы будем на связи. Значит, вы тогда можете взять телефон, да, у Аниси Спиридоновой, наши телефоны, всех коллег у нее есть, если что. Ну и мы вчера озвучивали. Так, в уставе организации имеется направление оказания, да, я вижу, то есть у Женсовета есть такое направление, оказание методической консультативной помощи. Если НКО, если там написано некоммерческим организациям, то да, вы можете быть ресурсным центром. Такого получается узкого, наверное, может быть характера, а может быть и нет. Это зависит от того, как точно сформулировано. То есть сегодня вот будет Вячеслав у вас в 2 часа с 2 до 15:30, с 14 до 15:30, вы можете ему задать вопрос, как точно, а вообще желательно до 2 успейте посмотреть федеральный закон номер 7, статья 31.1, там есть все перечни направлений, если вы социально ориентированная некоммерческая организация,
собственно говоря, вот надо четко, как сформулировано там, оказание методической, консультационной помощи, там, по-моему, социально ориентированным некоммерческим организациям. Если у вас это стоит, то значит вы четко подходите под ресурсный центр. И вот, кстати, вот этот комитет, который будет, и положение у вас должно быть, ну что, у вас уставы или нет? У вас Ну, мы хотим, ну, я вот хочу сказать при районной администрации именно. Ну, то есть вы вот тоже вот это должны будете прописать. Как отдел, как комитет, да. Ну, то есть один из ваших функционалов будет вот оказание методической, консультационной, образовательной, информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и гражданским инициативам или там волонтерам. Вот это обязательно нужно прописывать. Это и есть направление ресурсных центров. Да, хорошо. Еще есть вопросы, коллеги? Ага, Ольга Анатольевна, мне вот такой вопрос. Сначала вот такая информация, да? В этом году мы зарегистрировали 6 новых НКО в этом году. И еще такая же у нас в очереди, да, стоит в Минюсте. Сейчас идет рассмотрение, проверка. И мне бы хотелось вот задать такой вопрос. По истечению какого времени вот НКО должны, ну, имеют право участвовать вот в различных грантах? Они могут сразу после вот регистрации принимать участие? Вот не только президентские гранты, но вот и другие конкурсы. Ну, вот смотрите, у вас улусная программа выделяет 120 тысяч рублей, да? Это конкурс объявляется или на какие-то мероприятия это выделяется? Конкурс на какие-то отдельные мероприятия. Вот у нас в этом году конкурса не было. Вот, смотрите, конечно, было бы хорошо, если бы вы программу социально-экономического развития включили бы, все-таки, ну, чуть-чуть по возможности увеличили поддержку с НКО. Мотивация для некоммерческих организаций хороша, и они видят, когда есть поддержка на местном уровне, это здорово, и они видят, что сложно же идти на республику, понимаете? Сложно идти на федеральные конкурсы. Хорошо было бы, если бы у вас было все-таки финансирование на проекты. Вот в городе Якутске гранты главы очень часто объявляются. Есть еще такой народный бюджет. Очень интересная поддержка, там до 30 миллионов рублей идет в год. Ну, в этом году сократили, конечно, ввиду разных событий, да, но там поддержка идет и предпринимателей, и НКО, и активных граждан. Вот это здорово, когда молодежь может объединиться и попробовать себя в проектировании. А гранты главы там у нас, по-моему, не было вообще, насколько я помню, никаких ограничений. Но вы же сами прекрасно увидели, какая была мощная конкуренция. Да? Из ваших поданных заявок, 8, да, по-моему, к сожалению, не получили поддержки, насколько я помню. И поэтому, значит, есть чему... Вот это говорит о том, что обязательно нужен ресурсный центр, обязательно нужен человек, который будет вас учить этому проектированию и так далее. Вам нужно пройти обучение у нас, приглашайте нас там и других, или другие ресурсные центры. Мы готовы помогать, но нам тоже нужно понимать, когда, что, все это заранее, или включаться в вашу программу, и тогда мы как бы, как в рекламе, да, тогда мы идем к вам и начинаем качать вас. Ну вот как с мадуцами. У нас было и поручение было, и мы договор заключили, и в то же время у нас был очень мощный запрос у самих. Нам потом самим стало интересно с ними работать, и до сих пор мы еще как бы продолжаем это. Вот они как раз у нас, по-моему, во Владивосток-то полетят. Да? Ну, представьте, инициативные группы летят во Владивосток и их обучают. Это, конечно, уже уровень будет чуть-чуть другой. Поэтому, ну, вы-то можете принять участие. Есть конкурсы, где не требуется, но нужна практика.
И еще есть такой, очень часто есть такой критерий, это опыт организации. Если у организации нет опыта, то там поставят 0, и если у организации нет сайта, соцсетей, не у Ивана Ивановича Иванова, а у женсовета такого-то наслега. Вот если у них нет своей в соцсетях странички, то тоже будет 0. И все меньше и меньше баллов говорит о том, что мы не конкурентоспособны, мы не можем выиграть. Вот, собственно, об этом речь. Так что в некоторых конкурсах, считайте положение, вы можете принять участие, но не факт, что получится. Вот в чем дело. Можно еще вот насчет родовых общин у нас? Около 10 вот у нас есть в поселке Себенкуль, в самом отдаленном, да, населенном пункте. И вот у моих коллег очень хорошие есть проекты образовательные, да, и они сейчас не имеют возможности вот подать через родовую общину. Вот что вот посоветуете по такому вопросу? А эти 10 родовых общин, они зарегистрированы? Да, они зарегистрированы, но там в уставе, оказывается, вот не имеется вот такого пункта, то, что вот именно Ну, образовательное. здесь либо родовая община вносит изменения, дополнения в устав. Этот вопрос вы можете, как это сделать, сегодня Вячеславу задать, мы как бы его можем предупредить. Он скажет, что нужно для этого сделать юридически. Это внесение изменений, это заявление в Минюст опять отправляется и так далее. Все это, ну, как бы непросто, это не как ИП, там пошел, добавил АКВЭД и все, да? Вот, поэтому, значит, нужно внести в устав. Но это зависит от характера проекта, конечно. Ну, я думаю, что родовой общине сложновато будет, например, образовательную деятельность вести. Хотя, почему бы нет, некоммерческая организация добавляет в устав. Я думаю, что так можно сделать. Добавить цель в устав. Да, и я вот думаю, вот вообще проект вот от другой организации вот подавать тоже очень проблематично, да, вот заключать договора, отвечать Да. за это и все, денежные вопросы. Вообще, у нас были такие случаи, и не раз, когда к нам приходили люди, достаточно известные люди, которые были в составе некоммерческой организации, потом люди почему-то не находят взаимоотношения, и дружба заканчивается, и начинается судебное разбирательство. Как вы исключить того-то из совета, этого из правления, не хотим с этим дружить, проект это наш теперь, а не ваш и так далее. То есть вот эти вещи есть. Поэтому все-таки вот это хорошо, когда есть, конечно, хороший проект, но его надо поддержать либо на местном уровне, либо на другом. Но лучше и качественнее это будет, если это будет конкретное НКО, которое создано специально для таких проектов. Понимаете? Вот. Да. А иначе только фандрайзинг, там, я не знаю, спонсоров ищите, олигархов, еще кого-то. Но я вообще не советую. Вот если бы мне предложили, а давайте мы, у вас в уставе вот это есть, и давайте мы проведем, я бы отказала. Именно почему вы и сказали, из-за ответственности. А вдруг эти люди потом растворятся в тумане, а мне куда с этим всем? Как я реализую, как я достигну эффективности, показателей и так далее. Как я буду писать отчеты на ту тему, в которой я некомпетентна. Поэтому все-таки, если ИП продает хлеб, то оно должно продавать хлеб, понимаете, или печь хлеб. Оно не должно заниматься, ИП невозможно завтра, которая занимается пекарней, сделать ресурсным центром, например, грубо говоря, да, или образовательным центром. Это неправильно. Поэтому должно быть специальное НКО. Либо НКО может расширяться, вырастать, развиваться и так далее. Но я согласна, что иногда власть может быть заказчиком для той или иной деятельности.
Вот для того же ресурсного центра, например. Они говорят, нужно вот это создавать прямо отдельно для таких-то нужд. И тогда это такое возможно. Вот. Ну, Спасибо. коллеги, будем завершать, наверное. Спасибо за вопросы, что были с нами вот прям до конца. Я надеюсь, что было полезно. В 2 часа выйдет на связь Вячеслав и Едреев. Это юрист нашего единого ресурсного центра. Он раньше работал в Минюсте. Я попрошу прямо вопросы по регистрации, внесению изменений в устав. Его сейчас предупрежу. Если такие вопросы будут, не стесняйтесь, задавайте. Хорошо? Ну все, всего доброго. Спасибо за внимание. Надеюсь, что у вас все получится в ваших проектах. Дерзайте.